Друзья, приветствую вас! В прямом эфире передачи «Якутск сегодня», и проведу его сегодня я, Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и координатор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». Сегодня у нас классная тема – Татьянин день. Флагманом высшего образования республики является Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, и представляют его сегодня Акбермет Эргешева и Андрей Высоцкий. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о себе. На каком курсе вы учитесь, какой факультет, что вообще вас привело в университет? Пожалуйста, Акбермет. Еще раз добрый день, я, наверное, начну, да? Меня зовут, как вы представили, уже Акбермет. Если перевести мое имя с кыргызского языка на русский, то означает мое имя «Белая жемчужина». Сама я родом из солнечного Кыргызстана, чистая кыргызка, и вот сюда переехала в город Якутск в 2010 году по вызову Минздрава. У меня мама сама врач, и сказали, вот в Якутии надо приезжать, здесь врачей не хватает. И нас отправили в Аймяконский район. Таким образом, я окончила свою школу в Аймяконском районе, то есть всю свою осознанную жизнь я провела именно в Якутии. Поэтому, когда меня спрашивают, какая твоя национальность, я говорю, я кыргызская и саха. Которая прекрасно говорит на якутском языке. Да, можно и так сказать. Сама сейчас я обучаюсь на 4-м курсе, уже выпускной курс в Институте языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. В молодом отделении нам исполнилось всего 5 лет. Это организация работы с молодежью, муниципальная и региональная молодежная политика. Отлично, спасибо. Андрей? Меня зовут Высоцкий Андрей, я ученик 4-го курса филологического факультета и учусь, собственно, по направлению филология. Помимо учебной деятельности я занимаюсь научной в меру своих сил и способностей, и также много меня зовут выступать ведущим на какие-то мероприятия, конкурсы, и вот даже пару раз я как актер участвовал, вот. Так что вот как-то так. Круто. А какую школу вы закончили в Якутске? Я вот в 2 школах учился. Сначала в 29-й, потом в 23-й. Вот я, получается, закончил 23-ю школу. Ее очень люблю, как и 29-ю. В 29-й практику проходил, например, вот как учитель уже. То есть, вот. Можете передать привет. Людмиле Николаевне привет, Сергею Кимовичу привет, вот особенно. Да-да-да. Евгению Михайловичу, всем-всем-всем. Мы привыкли думать, что 25 января Татьянин день. И как-то мы случайно даже мы не знали о том, что на самом-то деле, оказывается, императрица Елизавета подписала указ о создании Московского государственного университета 23 января 1755 года. Но потом действительно 25 января, Татьянин день – это день российского студенчества. Поэтому передача у нас посвящается всем студентам, и будущим, и настоящим, и бывшим. Бывших студентов, я думаю, не бывает. Я сама тоже выпускница Северо-Восточного федерального университета, а в то время это Якутский государственный университет. ЯГУ. Да, ЯГУ. Я очень рада, что мы сегодня здесь собрались. Да. Взаимно. Да, расскажите, пожалуйста, про жизнь университета. Про внеучебную деятельность, да? Да. В целом. Если рассказывать очень коротко, возможно, и не коротко, я являюсь как раз-таки председателем студенческого научного общества Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, и также недавно стала пресс-секретарем молодежного правительства. Студенческая жизнь, она очень прям насыщена, она такая бурная, она такая интересная. И знаете, я всегда ассоциирую студенческую жизнь именно с американскими горками, когда вверх поднимаешься, потом вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И всегда она опасна. И когда я поступала, когда я была первокурсницей, для меня, когда я села в американской горке, то есть уже стала студенткой 1-го курса, для меня я словила такую эйфорию, такую радость. Думала, новая жизнь началась, новая страница. А потом ты уже вверх поднимаешься, и становится уже страшнее. И когда мы поднимаемся вверх, я это ассоциирую именно с курсом выше. То есть с чем ты курсом выше, тебе уже становится страшнее, потому что ты не знаешь, что впереди. Там уже начинаются курсовые работы, дипломные работы, разные экзамены, мы всегда боимся чего-то, да. И в этот момент очень важно, мне кажется, словить дзен
и понять то, что американские горки — это классная возможность узнать, на что ты способен. Ты сможешь это вынести, все это стерпеть, да? Но в конце ты получишь диплом, возможно, красный, возможно, синий, но это не важно, потому что самое главное — это, конечно же, выйти очень хорошим специалистом. Но в итоге ты получишь такой классный кайф после этой эйфории, после вот этого путешествия американских горок, да, что ты уже, тебе уже будет ничего не страшно после этих американских горок. Вот, например, студенческая жизнь я именно ассоциирую вот с американскими горками. И эта американская горка, к сожалению, уже подходит у меня к концу. Я уже почти на финишной прямой, и могу сказать то, что я выдерживаю пока. Слушайте, ребята, это очень полезный посыл для тех, кто собирается стать студентом. То есть все же в отношении, да? Да. Либо я иду учиться, и я боюсь, да, но вот как вы говорите, вы тоже боялись, да? Но конечно. тем не менее, если я отношусь к этому как к полету, вот к этим неизвестным, но очень крутым каким-то виражам для себя, то, соответственно, я парю. Ну, а в принципе и дальше, после завершения университета, такая жизнь та же самая, Да. тоже парение. И вот как раз-таки, знаете, в американских горках же нет какой-то конечной цели, да? Самое главное — это получить эмоции, хорошее настроение, да. И как говорят, у самурая нет цели, у него есть только путь. И самое важное в жизни — это вот, проходя данный путь, ловить моменты, знакомиться с людьми, брать, перенимать опыт и учиться всему новому. Вот. Вот, по поводу самурая я вспомнила, есть же еще такое выражение, да, мертвый самурай. То есть, если я чего-то боюсь, то я представляю, что я уже мертвый самурай, что все со мной, все, что могло случиться плохого, уже случилось. В таком случае все остальное, то, что мне казалось страшным, оно уже вообще как бы не имеет такой особой значимости. Да? Андрей, вы что добавите? Я вот могу сказать, что университет, он мне помог, если не преодолеть, то смириться с боязнью публичных выступлений. Как ни странно, меня часто зовут, я очень часто выступаю, но каждый раз это стресс. Вот даже сегодня, хотя вроде, нас всего тут 3 в студии, да, но именно прямой эфир, это, конечно, тяжело. И вот, как только я говорю первое слово, этот страх тут же пропадает. И вот опыт выступления в университете именно помог мне совладать с этим страхом. Я понимаю, что да, я буду бояться до тех пор, пока не скажу первое слово, а потом уже пойдет как по маслу. Вот если про студенческую жизнь говорить, у меня несколько иной взгляд получается. Я вот... дело в том, что нам немного не повезло или повезло, как посмотреть, и мы попали на период локдауна, дистанционного обучения дальше. Вот у меня в основном негативные отношения к этому, усталость, точнее, которая была вызвана, мы очень долго дистанционно обучались, и вот именно я первый семестр, он был полностью очный, и я его запомнил лучше всего. Это был вот такой период, когда ты заканчиваешь школу и поступаешь в университет, ты еще не знаешь правила университета, и тебе кажется, что ты вот получил свободу. Все, вот она, заветная свобода. И ты идешь в разнос полный. И я вот первый месяц, наверное, самый важный, когда надо заявлять о себе, ходить на пары, по крайней мере, я вообще очень мало посещал. Я вообще был занят подготовкой к Гикфесту. Вот, очень люблю это мероприятие. Мы там готовили целый стенд. И вот я почти месяц не учился. У меня вообще учебный день гипотетически мог выглядеть так. Я встаю в 7 утра, потом иду на пары до обеда, потом после обеда мы готовимся к посвяту. Вот в нашем университете очень важное мероприятие, это посвящение в студенчество. Мы прямо к нему готовились так, где-то репетировали до 7-8, а потом я приходил и еще вот своими делами занимался где-то до 3, до 4 утра и так вот по кругу. И в результате у меня потом большие проблемы были, но с грехом пополам я все сдал на 4, спасибо небесным силам. А потом уже настал локдаун, было, конечно, тяжело дистанционно образовываться, особенно физкультура, занятия по физкультуре, я вообще... Как это проходило? Да, либо ты снимаешь видео, но это значит, ты находишься в своей комнатке тесной, что-то как-то пытаешься там двигаться, тянуться, места нету,
кот орет, там, я не знаю, что угодно. Я еще иногда на улицу вообще выходил, ну, чтобы хоть как-то воздухом там дышать. А потом у нас ввели вообще пара дистанционно по физкультуре. То есть ты подключаешься, иногда в 8 утра ты подключаешься, и вот что ты должен там полусонно исполнять тоже. Вот это было вообще забавно, конечно. Я бы тоже хотела добавить, вот когда тоже я была в первом курсе, это был 2019 год, вот посвящению первокурсники, это такое классное мероприятие в студенчестве. Я тогда узнала о первичной профсоюзной организации, я тоже состояла в этой организации, было очень весело. Я хочу сказать то, что первый курс, вот как раз-таки вот разные мероприятия, вот это, которые нам организовывали, украсили мое студенчество. Я поняла, вот я нахожусь здесь и сейчас, в том месте, куда я всегда хотела попасть, потому что очень много активных ребят. Школа — это одно. Ты там либо активный, и тебя все знают, а в студенчестве таких вот 1000. И тебе нужно вот как раз-таки интегрироваться, вместе с ними познакомиться и войти в эту колею, скажем так, да? А вот насчет локдауна я скажу то, что это прям очень хороший опыт был для нас, потому что это новые испытания. И мы очень, вот наш именно университет очень хорошо выстоял, потому что мы сразу смогли перейти на дистанционное образование. У нас раньше уже была Moodle-система, где мы, собственно, в Safari, там, в Google диске, да, в Google выполняли различные задания. Нам уже дистанционно давали задания. Мы до этого уже знали об этом, но потом как раз-таки подключили к Zoom. И вот дистанционное обучение мне дало, например, возможность попутешествовать. Вот когда вот у нас обучение началось в осени, да, мы с мамой улетели в Турцию. И там мы жили где-то примерно месяц. И вот в Турции в 2 часа ночи я вставала, чтобы по Якутску 8 же у нас, да, и вот как раз-таки подключалась через Zoom к физкультуре. Это был прям классный опыт, очень хороший инсайт после этого, потому что после этого нет ничего невозможного, честно скажу. Для меня тоже дистанционное обучение, да, оно имеет с другой стороны экрана. Да? Я имею отношение, потому что я являюсь также приходящим преподавателем в финансово-экономическом институте и преподаю различные дисциплины по менеджменту, да? Нашим студентам и студентам из Китая. И когда у тебя полностью тотально черный экран, где 40, да, скажем, 40 этих окошек, и непонятно вообще, ты сидишь как говорящая голова, что ты говоришь. Особенно сложно, когда у нас занятия шли на английском языке. У нас была группа, где я обучала на английском языке. Так там товарищи молчат совсем. Но, тем не менее, это, да, мощный опыт, классный. Друзья, оставайтесь с нами, пожалуйста. Мы сейчас прерываемся на рекламу. Мы говорим о студенчестве. Давайте вспомним эти классные моменты, ту атмосферу, которая у нас была, когда мы были все студентами. Друзья, у нас сегодня замечательная тема «Татьянин день». Мы говорим о студентах, будущих, настоящих и бывших. Гости в студии Акбермет Эргешева и Андрей Высоцкий, студенты Северо-Восточного федерального университета. Ребят, у вас недавно закончилась сессия. Расскажите, пожалуйста, свои лайфхаки, инструменты, как проходить безопасно. Вот вы говорили об опасностях, да, в первом блоке. Да. Но сейчас давайте продолжим. Как пройти это менее болезненно, что ли, для психики, для оценок. Хорошо, наверное, сейчас нам будет вдвойне полезно, потому что я узнаю, как ФЛФшники готовятся к экзамену, да, а я расскажу, как мы готовимся. В декабре месяце мы организовали со студенческо-научным обществом института нашего встречу со психологом СУФУ о том, что сессия — это не депрессия. Обычно же, когда всегда сессия приходит, все говорят: сессия, депрессия, все страдают, все плачут, разные мемы. Еще бывают такие мемы, выстави это в статус, тогда ты получишь зачет. Такое обычно очень популярно среди студентов. И мы вот организовали встречу с психологом, где психолог, собственно, рассказал, как вообще справляться со стрессом, как не впасть в апатию во время сессии, да, потому что очень много студентов либо заедаются неправильной едой, да, из-за этого у них там стресс, прыщи и тому прочее. То есть очень много студентов страдают от всего. Что говоря о моем опыте, я всегда, конечно же, стараюсь готовиться заранее, но мы все знаем, что студенты тоже люди, преподаватели тоже люди, поэтому
иногда бывает такое, что мы не успеваем вовремя готовиться. Но что бы то ни было, мы должны понимать то, что мы эту тему уже проходили. Это не какой-то госэкзамен, где у нас будет 1000 камер смотреть на нас, да. Все должно пройти очень лайтово, очень тихо, очень спокойно, потому что ты уже знаешь эту тему. Если ты не знаешь, это как бы, бро, это уже твоя проблема, да? Да. Поэтому единственный лайфхак — это, конечно же, быть уверенным в том, что ты это знаешь. Если даже не знаешь, то нужно, конечно же, учить это, никак иначе. Вот. И нужно понимать то, что преподаватели тоже люди, они очень с пониманием. Вот слава богу, то, что наши преподаватели в СВФУ, они очень человечные. Ну вот не знаю, как в других институтах, да, но в нашем институте они очень человечные, очень понимающие. Когда ты объясняешь данную ситуацию, то, что из-за каких-то уважительных причин, то они понимают, говорят, конечно, подготовься, потом сдашь, пройдешь. Вот и все. Да, вот я тоже соглашусь, потому что преподаватели, они могут позволить тебе, ну вот, в совершенно индивидуальном порядке сдавать. Вот как я, например, делаю. Ну, я вот еще со школы так у меня завелось, я люблю вот самостоятельно именно заниматься, лучше всего воспринимать текст, лучше всего там наедине со своими мыслями, и я как-то пары ко мне вот не идут, я не хожу к ним. И получается, что вроде посещаемости небольшая, заданий немного, но потом зато я все это закрываю дело экзаменом. Я обожаю сессии именно потому, что я могу самостоятельно готовиться, показать свои знания. И какой бы я лайфхак, что я вообще вынес со всего этого опыта, это то, что нужно либо создавать, либо искать интерес внутри каждого предмета, даже если он не профильный. Ты обязательно должен показывать заинтересованность, потому что преподаватель годы своей жизни тратит на этот предмет. Ему очень нужно и очень важно, чтобы студенты интересовались предметом. И когда ты действительно заинтересованный, и у вас получается не какой-то допрос, а разговор, и в итоге вы что-то оба для себя новое узнаете, даже преподаватели могут что-то новое узнать. И я вот именно так и готовлюсь. Но если я вижу, что предмет, ну, такой очень теоретический, вот у меня... Помню, летом я сдавал экзамен по современному русскому языку. Я вижу, что очень много теории, ну, вот как-то вот не мое. Но я старался вот найти какие-то видео, какие-то мастер-классы. Вот, например, о том, определяет ли язык наше сознание. Или можно еще даже сказать... язык запирает наше сознание. Вот такая точка зрения тоже есть, что мы вот мы выросли в рамках русского языка, и мы только вот на нем можем мыслить. И вот такие темы я обсуждал, и получалось действительно интересно, и всем интересно, и я получал хорошие оценки. Вот. Да, ребят, спасибо. Я как преподаватель хочу передать привет своим любимым студентам УЧР-21 и УЧР-22. Я искренне восхищена, ребят, вот... вами, студентами. Ну, я как бывший студент это говорю, да? То есть я когда вот сравниваю, мне кажется, что сегодняшний студент более осознанный, целеустремленный, он знает, чего он хочет, да? А у меня такое ощущение есть, что, ну, как-то вот... Даже мне тяжело как-то вот слова оформить, да? Я была студенткой ФИА, да, английский язык. Привет передаю всем своим однокурсникам и одногруппникам. Ребята, привет. И как-то у меня не было вот четкого понимания, что зачем мне вот эти предметы, те, там, 3-й, 10-й. Есть, конечно, базовые, основные предметы, и есть часть, которые, как мне казалось, мне не нужны совсем, и я уже оценочно поставила там 3 этим предметам, и я уже и не хочу ходить, да, в шахматном порядке как-то посещаю. Но сейчас я вижу, что все, что мы проходили, вообще все, что дает жизнь, оно в какой-то момент пригождается. Тот момент, когда ты даже и не думаешь об этом, да, то есть мозг, он такой мощный компьютер, который сохраняет все, что в нем было когда-то вложено, и в какой-то момент бац, и это все выходит. Я удивляюсь просто, действительно, оказывается, что так круто. Вы знаете, вот то же самое, вот у меня точно такое же ощущение, когда я смотрю на школьников. Я еще не дорос до преподавателя, но вот как студент практикующий, я вот занимаюсь со школьниками иногда. И вот да, они тоже как будто лучше нас во всем. Они уже в 7 классе, ну, настолько глубокое понимание, и ты иногда приходишь, и а что вот, собственно, чем я могу тут помочь? Может, это мне, наоборот, помощь нужна. Вот предмет иногда знает лучше тебя. Ну, вот вообще, то есть
молодое поколение, оно прямо вот такое. Я с удовольствием преподаю. У нас как происходит диалог равных. То есть я тоже очень многому учусь. Это классный обмен вот каких-то энергий. Вот, и как-то вот раньше мне казалось, это был такой вот, есть преподаватель вот где-то на пьедестале, и есть я такой маленький студент. А нет, сейчас же абсолютно вот легкое общение, вот о чем вы, в принципе, Да. и говорите. Я бы хотела вот внести слово, да. Вот когда я училась в школе, мне говорили то, что надо быть с преподавателями очень осторожно в университете. У них нет такого, что ты там какой-то там победитель чего-то, да. Мы все равны перед ними, и преподавателю может не понравиться, там, скажем, твоя прическа, и он поставит незачет. Мне так говорили, и я сильно боялась, честное слово. Но когда я пришла уже, учусь в стенах университета, я понимаю, то, что, оказывается, это вовсе не так. Школьники, уважаемые, которые хотят поступить, и вам также рассказывают вот эти вот разные стереотипы, не верьте, потому что наши преподаватели, они прям... Я просто реально люблю своих преподавателей. Вот не знаю, как показать чувствами, словами не передать, потому что, когда вот вы правильно говорите, когда мы сидим у нас на парах, обычно наша группа УРМ-19, мы всегда дискутируем между собой. Вот хоть какая пара, хоть какая тема, мы всегда находим тему для дискуссии и активно обсуждаем. И преподавателям это нравится. Они говорят, вот, молодцы, давайте вот так вот поднимем какую-то тему, обсудим. И вот как раз-таки дискуссия помогает понять тему более глубоко и с разных точек зрения, с разных ракурсов, с разных вертикалей и горизонталей, скажем так. Вот. Так, давайте сейчас посмотрим на студенчество не с точки зрения образования и знаний, которые вы получаете, а что еще дополнительно вы получаете в сфере жизни. Насколько я знаю, Андрей, вы снимались в фильме. Да. Расскажите про свой опыт, пожалуйста. Что ж, это вообще восхитительный опыт был, невероятно. Я до сих пор с такой теплотой вспоминаю, хотя уже год прошел, и вот до сих пор добрым словом нас вот вспоминают вот то, что мы снимали этот фильм. Я вот помню день, момент, когда меня пригласили на этот конкурс. Я вот как раз весной год назад проходил практику в школе, и вот я провел урок, посидел на других у моего там любимого 8 класса, и вижу, что мне преподаватель звонил. Я ему перезваниваю, она говорит, вот так-то и так-то, не хочешь поучаствовать? Я такой, в общем-то, почему бы и нет? Там, тем более, задание было несложным, нужно было несколько фраз прочитать из книги Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Я потом еще к ней вернусь. И вот таким образом я прошел кастинг своеобразный, и изначально это не должно было быть прямо таким масштабным фильмом, а в итоге он там получился на 40 минут. И мы просто хотели снять что-то наподобие студенческого сюжета, а потом у нас внезапно появился великолепнейший костюмер, его зовут Саян. Саяну передаю привет. У него целая коллекция костюмов, которые исторически достоверные, которые, соответственно, шиты в современности. И вот он нам эти костюмы предоставил, мы переоделись, и сразу такая историчность появилась. И стало понятно, что надо что-то с этим делать. И поэтому у нас образовалась литературная экспедиция. Университет нас поддержал, за что ему огромное спасибо. И вот целых там 3 съемочных дня было. Первый день мы там в балагане снимались настоящем. Вот что я оттуда запомнил, там было очень холодно, потому что это летний балаган. И нас потом чаем так вкусно напоили, салатушками вообще. Так вкусно было. На второй день вот мы уже поехали в Амгу, в местность Сагыл-Сагы. Вот о чем, собственно, фильм. Фильм снят по книге Леонида Юзефовича, как уже я сказал. Называется эта книга «Зимняя дорога». Вышла в 2016 году. И она повествует об эпизоде гражданской войны. То есть вот я лично, если честно, к моему стыду, я до этого не знал, что у нас проходили вот такие крупные эпизоды гражданской войны. И я играл генерала Белых, там мой товарищ генерала Красных, и вот мы вместе как бы воевали. Фильм называется «Осажденная крепость». И, где можно посмотреть? Вот можно посмотреть на YouTube. И при желании можете прям написать все в открытом доступе. Прошу. «Осажденная крепость». «Осажденная крепость». Я посмотрю. Да, спасибо. И я вот что вынес из этих съемочных дней. Вот люди
в Амге волонтеры, они нам помогали. И когда я вот отснялся, и они стали мне рассказывать вот какие-то эпизоды, которые тут проходили, они так хорошо знают свою местную историю, культуру. Вот я городской человек, я вот из Якутска, просто родился в Якутске, и все, тут и сижу. И для меня это так удивительно было. То есть я вот гораздо меньше знаю о своем городе, чем вот люди. И с таким интересом рассказывали. Мне прям так интересно стало. Даже пригласили меня на рыбалку. Там. Я вот все никак не могу съездить. Классный В общем, опыт. да. Вот я даже на коне впервые в жизни покатался. И меня посадили... Меня просто посадили на коня и сказали, езжай. И конь еще команды на якутском только понимает, а я якутского вообще не знаю. Но вот был такой момент, когда мы ехали по лесу, и была тишина, вот просто тишина. Вот город, он очень шумный, а вот тут абсолютная тишина. Ты наедине со своими мыслями. Это было такое невероятное чувство. И я вот прямо даже Пушкина вспомнил. Вот «Мороз и солнце, день чудесный». Ну вот, с одной стороны, вроде, мороз и понятно, солнце. Но вот именно когда едешь на коне, вот это ты по-другому совсем воспринимаешь. В общем, Да, спасибо, Андрей. Это было Спасибо. необычайно. Классно, сейчас мы тоже поговорим об этом. Друзья, оставайтесь с нами. Мы сегодня все студенты. Пожалуйте в наши ряды. После рекламы вернемся. Друзья, в эфире передача «Якутск сегодня», и у нас сегодня студенческое сообщество. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, звоните 32 00 66 и 32 11 66. Поделитесь своими воспоминаниями, поделитесь своими комментариями, поздравлениями. Будем очень рады. Акбермет, пожалуйста, вам слово. Расскажите о себе, что вы узнали для себя нового в университете, что кроме обучения вы еще получаете? Помимо учебы я занимаюсь научной деятельностью, пишу очень много научных работ, участвую в различных конференциях. И вот знаете, каждый раз, когда бываем в конференциях, у нас там нетворкинг, разговариваем с разными студентами там из МГУ, из Казани, из других университетов, и они в первую очередь удивляются тому, что мы прилетели из Якутии, а потом второй раз удивляются и уже хотят учиться в нашем университете, когда я говорю то, что нас финансирует наш университет. Они удивляются, как это так? Вам оплачивают перелеты в ваш университет? То есть университет нас очень хорошо поддерживает в этом плане. Помимо вненаучной деятельности я занимаюсь студенческо-научным обществом Института языков и культуры народов Северо-Востока. Хочу передать привет своим активистам, членам действительно нашего научного общества. Также занимаюсь, с недавних пор стала пресс-секретарем молодежного правительства, тоже занимаюсь именно медиасферой. Сейчас у нас новые задачи поставили, и там будем уже снимать разные рубрики. Те ребята, которые не знают о молодежном правительстве, больше они узнают. Мы хотим как раз-таки перенести это на молодежный уровень, чтобы наравне с молодежью общаться, а не на политическом сложном языке. Чем еще занимаюсь? Кстати, если очень Расскажите, интересно... пожалуйста, про участие в конкурсе грантов. Грантовых конкурсов, да. Кстати. Весной прошлого года мы подали заявку с Марком Николаевичем, это мой руководитель по проектной деятельности. Когда мы подавали заявки, мы очень много проходили разных конкурсов, разных мероприятий, обучались, везде набирали опыт. И когда подали заявку, у меня не было такого ощущения, что я сейчас выиграю. Честное слово. Я думала, там, наверное, очень много крутых, умных ребят, которые умнее меня. Но это, конечно же, очень ошибочное мнение, поэтому студенты, школьники, так не думайте. Вы всегда лучше кого угодно, да? Поэтому, когда мы подали заявку, потом у нас в мае, кстати, вышел приказ от Росмолодежи, это федеральный конкурс. Было примерно, если меня память не подводит, где-то 12 тысяч заявок. Из 12 тысяч заявок где-то 1000 только одобрили на то, чтобы экспертам предоставить. И из них несколько выиграли, и в том числе мы оказались в этом списке Республика Саха-Якутия. И выиграли мы с проектом «Академия креативного образования про село» для сельской молодежи Аймяконского района сумму 400 тысяч рублей. Этот проект мы реализовали в сентябре 2022 года. И дело сейчас остается за малым. Это, конечно же, сдать отчет и рассчитаться. А в чем суть вашего проекта? Суть проекта как раз-таки заключается в том, что мы хотим передать знания для сельской молодежи. Досуг
Я вот всегда изучаю досуг, интеллектуальный досуг молодежи, и моя тема ВКР тоже связана с этим. И когда мы изучали, проводили анализы, мы выявили, что сельская молодежь, она, в принципе, отличается их досуг от городской молодежи. И чтобы это убрать, мы решили сами выехать в Баймяконский район на полис Холда, да, и рассказать о молодежи, о возможностях, которые предоставляет Россия. Ведь не зря говорят, то, что Россия — страна возможностей. И мы хотим как раз-таки вот ребятам обучить их также писать проекты, свои идеи упаковать и сделать в проект, потому что государство бесплатно предоставляет любую сумму, хоть 1 миллион, хоть 3 миллиона. Просто бери и делай, и развивай свой район. Кстати, еще основная наша цель заключается как раз-таки в том, чтобы молодежь сельская, она оставалась в своих местах и развивала свои районы. Потому что если не вы молодежь, то никто не будет развивать, потому что старшее поколение, собственно, и старшее поколение, потому что они там остаются, конечно, но кто, если не молодежь? И мы как раз-таки вот передали эти, скажем так, мысли молодежи, чтобы они, конечно, учились где-нибудь, да, в центре вузов, в Якутске у нас, но приезжали в свои районы и развивали там. Хорошо, студенчество — это не только про образование, обучение и науку, это также и про студенческую жизнь в общежитиях, встречи, посиделки, друзья, да? Вот какие-нибудь, может, вы вспомните моменты яркие, веселые, смешные, либо наоборот очень грустные. Ну. Мне на ум приходят два момента. Во-первых, это, конечно, посвят, который мы уже обсуждали, посвящение студента. Это очень памятное событие, потому что это вот даже как лагерь, можно сказать. То есть там у нас даже почти вожатые были. Они нас наставляли, заставляли учить танец, учить сценки. Мы это раз за разом прогоняли, что-то добавляли. И вот они нам помогали, и я сейчас понимаю, что, это просто от души было. То есть их попросили, и вот они помогали. Кстати, вот почему-то нас никто не зовет. Я бы хотел быть вожатым. В общем, вообще посвят это такое грандиозное мероприятие было. То есть это в КЦ «Сергеляхские огни», там очень огромная сцена, яркая, красочная. Мы прямо вот такую красоту иногда исполняли. И второе, что я вообще люблю в своем факультете, по крайней мере, могу за него сказать, это преподаватели. Каждый преподаватель — это личность, вот прямо отдельно ярко выраженная. И у каждого какие-то есть забавные фразы, забавные моменты. И бывают такие легендарные преподаватели, которые появляются у тебя в первом семестре, и потом пропадают, и тебе крайне хотелось бы с ними заниматься. Один из них только в последнем семестре появился, и мы так этому рады. Например, он мог... какая-то работа лежала на столе, какой-то листочек, и стол был грязный, и он берет этой работы, вытирает. Это так забавно все смотрелось. Я крайне люблю наших преподавателей. Для меня это вообще бесконечный источник забав различных. Спасибо, Альбермет. Ага. Вы говорили про общежитие. Общажная жизнь — это прям вообще в кайф, потому что у нас общежитие 9.1, это новое общежитие, самое классное, самое современное, самое уютное, самое просторное. И мы с девочками всегда сидим и так тепло вспоминать эти, вы говорили, возможно, у вас грустные какие-то моменты, да? У меня не было грустных моментов именно в университете. Хочу передать привет Кате, Лене, Саине и Наде, потому что мы с этими девочками очень много прошли через воду, через огонь, скажем так, да. И бывает такое, что сейчас я в 4 курсе, и я понимаю что в сентябре я же уже сюда не приду. То есть уже все, я уже не вступлю в это общежитие. Я не буду там бегать с этими временными прописками, чтобы войти в общежитие, да. И это на самом деле ловится именно грустинка, такую я ловлю. А что касаемо каких-то смешных моментов, у меня есть очень хорошая история. Я не ем мясо, ем только рыбу. И в столовую, когда мы всегда заходим с Катей, с Кэтрин, я говорю: здравствуйте, а у вас есть что-нибудь без мяса? И там такая чукурушка-бабушка есть, она такая стоит: да, есть, говорит, вот сосиска без мяса. Также у нас есть курица с картошкой без мяса. Она такая смешная, мы каждый раз смеемся, потому что это реально очень смешно. Она очень хорошенькая. Из смешных моментов, конечно, такие, а таких прям грустных нет. Но это, наверное, будет, когда уже буду стоять на выпускном и плакать. Я когда прихожу в университет, чтобы заполнить ведомости, захожу обязательно на 4 этаж, где располагался факультет иностранных языков, и какой-то такой, какой-то трепет меня охватывает, мурашки.
И я помню, один раз нас заставили экзамен сдавать до 10 часов вечера 31 декабря. Да. Ну, по-моему, пересдача это была. Ну, то есть, наверное, не те, кто хорошо учились, наверное, я не помню. Просто я помню, что такой момент был. Ну, классно, слушайте. Сейчас я вспоминаю это как беззаботность, наивность, любопытство во всем, искренность, наивность и очень большое желание учиться, узнавать что-то новое. И очень классное такое состояние, которое, в принципе, возможно в любом возрасте. Да? То есть человек, он когда обучается, он развивается. То есть каждый из нас является студентом. Мы каждый день познаем что-то новое. Поэтому сегодня, на самом деле, 23 же, да, января был подписан указ, и именно 23 января исторически является днем студенчества. Сегодня это день всех людей, которые проживают на земле и, соответственно, в нашем Якутске. Еще, кстати, очень красивая же дата. Нужно загадать желание, потому что 23 01 23. Ну я подумаю над желанием. Вот говоря о том, что все возрасты, я вот точно помню, правда, на физкультуре это узнал, что вот у нас учился, видимо, по какой-то ускоренной программе вундеркинд, ну вот очень талантливый человек, ему 14 лет всего было, и он уже учился в университете, то есть он, значит, уже как-то все это окончил. И по телевизору, вот как раз-таки на вашем канале я видел, что в новостях, что у нас обучается женщина, которая вот уже за 70, и, по-моему, только на бакалавра. То есть это вызывает, ну, огромное уважение. То есть студента действительно может быть любой возраст. Кстати, да, у нас тоже в прошлом году вот выпускник, тоже ему кажется, ну, больше 60, это точно, наверное, ближе к 70. Там, да. И говоря о возрастной категории, например, студенческая пора — это та среда, где можно учиться с людьми из разных возрастов. Например, моя группа состоит, средний возраст — это примерно 23. Я, например, когда поступала, мне было 18, но одному парню, то есть старости нашей группы, ему было, кажется, то ли 25. То есть, ну, возраст у нас у всех разный. И мы очень хорошо как-то взаимодействуем, и у нас... Это опыт коммуницирования. Да. Потом в социуме это вы будете использовать тот опыт весь, который вы приобрели в студенчестве. Да. Пользуясь своим служебным положением, хочу передать слова поздравления своей доченьке. Она студентка 2 курса. Надюша моя, люблю тебя, своим племянникам Милишне и Андрею. Очень люблю вас, ребят. Ну что ж. Так, я хочу еще, знаете, сказать про университет с той стороны, что вот в 2019 году наша компания акционерное общество «Прогноз» мы подписали соглашение о партнерстве. Но соглашение было о том, что мы производственную практику будут проходить у нас студенты, да, и о том, что мы выпускников будем принимать себе на работу. И мы тогда не предполагали, что через несколько лет, в 2022 году, у нас это партнерство перерастет в другую ипостась, то есть появится еще дополнительная ветка этого партнерства, да, это социальное, да. И друзья, мы сегодня говорили об университете.